Народные депутаты Якутии на очередном пленарном заседании приняли в окончательном чтении республиканский закон о мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей и их развитию, а также изменения в закон об ответственном родительстве. Чтобы обсудить эти вопросы, сегодня в студию мы пригласили председателя профильного комитета Илтумен Алену Николаевну Атласову. Алена Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Алена Николаевна, мы понимаем, что дети – это категория граждан, защита здоровья которых ставится в приоритете государственной политики. Разработка законопроекта очень актуальна, и в свете явной популярности, так скажем, использования несовершеннолетними кальянов. В чем суть этого закона и какие конкретно будут приняты меры? Начну с того, что антитабачный закон федеральный был принят в 2013 году, где четко прописаны ограничения для несовершеннолетних, что нельзя курить в подъездах, то есть четкие правила действий, которыми мы сейчас руководствуемся. Но поскольку рынок традиционного табака, он расширяется, и совершенно новые виды появляются, в том числе и вот то, что вы сказали, кальянные, то, конечно, это никак пока не ограничено федеральным законом. Соответственно, регионы сами принимают свои законы, и на прошлой сессии народными депутатами единогласно был поддержан тот законопроект, и он принят в первом, во втором и окончательном чтении об ограничении. Соответственно, сейчас дети до 18 лет ограничены в том, чтобы ходить в кальянные. Ясно. Мы знаем, что вопрос очень поддерживается населением, и он очень актуален, тем более, что последствия для здоровья могут быть достаточно пагубными. Да? Насколько принятие закона поменяет ситуацию? Вот вы как считаете? В настоящий момент, когда предприниматели оказывают такие услуги, такие виды услуг, соответственно, они никак не ограничены, то есть это чисто добрая воля, может быть, самого предпринимателя, либо организации, либо того, кто в своем ресторане содержит, например, кальянную. Да? Они не могут сказать или не продать свой продукт лицам, не достигшим 18 лет. А после принятия этого закона по прошествии 10 дней, то есть уже они могут отказать и попросить паспорт, либо делать так, чтобы дети не ходили в такие места, где продают и курят кальян. А если мы отойдем немножко от темы кальянных, так называемых, и остановимся на вопросе об ограничении вейпов. Соответствующий законопроект разработан, в первом чтении он принят, и сейчас ведется работа по принятию предложений, рекомендаций. Что сейчас, на какой стадии он находится? То, что касается электронной системы доставки никотина и жидкости, для них тоже этот законопроект был принят в первом чтении. Сейчас до 20 ноября мы принимали поправки, и отрадно, что мы получили очень хороший резонанс в обществе, поскольку родительское сообщество поддерживает нас и по отношению к кальянов, и по отношению электронных систем доставки никотина, поскольку это, конечно, по исследованиям Всемирной организации здравоохранения все-таки очень пагубно влияет на здоровье человека. А что касается наших детей, конечно, в первую очередь мы, взрослые, должны позаботиться о их здоровье и сделать ограничения, чтобы дети наши не поддавались такому пагубному влиянию. Даже если взять электронные системы доставки никотина, это в последнее время очень сильно развивается, и поскольку лобби табачное придумывает разные ниши рынка и, соответственно, создает новые продукты, чтобы привлечь потребителей. И, соответственно, даже тот факт, что применяются разные вкусы, чтобы было привлекательно, это 800 разных видов вкуса, конечно, это делает очень привлекательным для
детей, прежде всего, для нашей молодежи. И раз взрослые сами могут принять участие или взрослые могут принять решение и сами думать, курить, не курить, то, соответственно, детей все-таки надо оградить от этого. И мы получили массу положительных откликов, в том числе вот последний день принятия поправки мы получили очень хороший отклик, отзыв от ассоциации предпринимателей, которые сказали, что вот для тех добросовестных предпринимателей, которые хотели бы не продавать детям вот как раз электронные системы доставки никотина, а поскольку нет федерального закона, то они вынуждены это делать. А сейчас, вот, когда мы примем закон в окончательном чтении, соответственно, уже для них это будет помощью, поскольку они уже будут просить паспорт и могут уже не могут, а должны будут не продавать для несовершеннолетних такие виды табачной продукции. Подвести под антитабачный закон все-таки удастся, да, ввести какие-то определенные ограничения? Это обсуждается на федеральном уровне достаточно давно, но поскольку, вот, как я сказала, рынок каждым разом развивается, появляются совершенно новые виды, и практически законодательство за этим не поспевает, но очень важно, что в ряде регионов, в том числе вот и у нас, в Республике Саха-Якутия, такие законы приняты, соответственно, это говорит о том, что все-таки необходим федеральный закон, он мог бы регулировать по всей России, соответственно, для всех бы были одинаковые правила поведения. Какие предложения по проекту закона предполагаются сейчас на стадии всесторонней работы по подготовке ко второму чтению? Ко второму чтению практически у нас, кроме государственного управления Илтумен, есть небольшое замечание по формулировке технического характера. Также мы думали, что будут какие-то поправки, но наравне вот со всеми положительными заключениями у нас концептуального изменения либо такого принципиальной поправки не будет, поэтому закон у нас уже в декабре будет вынесен на второе окончательное чтение. Благодарим, Алена Николаевна, за подробное интервью, за то, что нашли время и ответили на наши вопросы. Мы вместе с вами также надеемся на положительный эффект от принятия данных законов.